Все самое важное и интересное за эту неделю. Осужденный ИК номер 19 привлекся за очередное преступление. Суд за потоп. Ухтинка обвиняет управляющую компанию в затоплении ее жилплощади. Выплаты за рождение малыша. В общественной приемной обсудили вопросы мат-капитала. Пополнить реестр. Общественники Ухты сдали кровь на типирование в качестве доноров и перенесен, но не отменен. Фестиваль снежных фигур пройдет в первые апрельские выходные. Подробности прямо сейчас. В Ухтинском отделе Следственного комитета завершили рассмотрение дела, возбужденного в отношении заключенного одной из местных колоний. Установлено, что в декабре минувшего года мужчина проходил плановый медицинский осмотр. Проходя через локальный участок исправительного учреждения, который разделяет территорию медицинской части и территорию штаба, из-за внезапной вспышки гнева напал на младшего инспектора отдела безопасности, который его сопровождал. Нанес сотруднику один удар в лицо, причинив тому телесные повреждения в виде травматического отека мягких тканей. Также следствием было установлено, что для этого осужденного и ранее были характерны вспышки немотивированной агрессии. По месту отбывания наказания осужденный характеризовался отрицательно, неоднократно привлекался к мерам дисциплинарного воздействия, в том числе в виде выговоров, помещения в ШИЗО. Ранее осужденный совершал уже умышленное преступление против личности. Мужчина с 2013 года отбывает наказание. Тогда он был осужден за убийство, тайное хищение чужого имущества, а также угон транспортного средства. К сроку в 12 лет теперь ему могут добавить еще 5. Дело передано в суд. К нам в редакцию обратилась местная жительница Марина Сазонова уже с августа 2020 года. Пытается доказать, что управляющая компания, обслуживающая ее дом, виновата в порыве трубы. Жительница дома номер 11 по Чебюской рассказывает, что в минувшем году при ремонте на общедомовых коммуникациях ей сказали, что труба теплоснабжения в ее квартире требует замены, но трубу так и не поменяли. История дала свой новый виток в августе. По словам владелицы квартиры номер 18, в их доме проводили гидравлические испытания, итог которых оказался плачевным. Уехали в Санкт-Петербург. И через 2 недели нам позвонили и сказали, что мы проводим гидравлические испытания, и у нас случилась где-то авария. Похоже, говорит, что это вот ваш подъезд. Но порыв случился не просто в ее подъезде, а в ее квартире. Испорчено было все. Да до такой степени, что к приезду хозяев жилья стены и пол зацвели. Как утверждает женщина, квартиру заливала не 1 час. То есть я уже это все с юристом консультировалась. Они должны, как только поняли, что случилась авария, они должны перекрыть все стояки. Стояки не были перекрыты, и вот нашу квартиру где-то часа 4 просто заливала вода. Когда приехали соседи, вот мы 1-й этаж, стенка на улице уже была намокшая, и прям вода туда вся стекала. Слова Марины Сазоновой подтверждает и ее соседка. В то злополучное утро, как отмечает Роза Гафарова, объявления о проведении гидравлических испытаний не было. А вот их результаты она увидела воочию, как приехала с дачи уже после полудня. Дождавшись мать Марины Сазоновой, она вошла в соседскую квартиру. Я шла, они развешивали только объявление на дверях, что вот будет испытание проводиться с 9, не помню до скольки. Мы пришли с соседом, он открыл свою квартиру, я открыла свою квартиру, у нас было сухо. Они сказали, все, вы нам больше не нужны. Но я дождалась Марьи Ивановны, пока она приедет с дачи. Мы открыли, естественно, здесь все плавало. При этой же соседке заполнялся акт. Правда, его так и не увидели в суде. На заседаниях первоначального документа, как отмечает хозяйка подтопленной квартиры, так и не было. Вместо него появились какие-то другие дополнительные акты о последующей протечке полотенцесушителя в ванной. Хотя хозяйка жилья отмечает, что согласно логике произошедшего, на момент мнимой протечки полотенцесушителя стояк уже был перекрыт. И когда они зашли, они открыли вот в ванную дверь, и оттуда еще хлестала, вода. Они говорят, ой, что-то, обратку мы не выключили. Пошли, выключили, и мы здесь начали убираться, и пришел их главный сантехник, стал записывать, составлять акт.
Марья Ивановна расписалась, они сказали, что они написали, что они устранили аварию. Теперь управляющая компания утверждает, что их вины тут нет. Дескать, 15 лет назад в квартире сделали перепланировку, неузаконенную. Именно она и стала причиной порыва. К слову, владелицы квартиры перепланировку теперь бы и рада узаконить. Да все с этим сложно. Изначально я позвонила директору, не называясь кто, и спросила, какой пакет документов нужен. Он сказал, нужно постановление и заявление. Когда они меня увидели, потребовали еще какие-то документы. Ну, они у меня все есть, оригиналы документов, на что я сказала, что я, говорю, оригиналы вам не дам, потому что я знаю, куда ваши документы уходят. Вот, и, ну, то есть я не стала писать это заявление, я так поняла, что они не подпишут. Также управляющая компания по решению суда делала независимую экспертизу. Та по результатам встала на сторону коммунальщиков. Но хозяева квартиры не сдаются, написали в прокуратуру заявление о подлоге документов, а также хотят организовать еще одну экспертизу. Мы попытались узнать позицию управляющей компании в связи с этой ситуацией. Но на просьбу дать интервью нам отказали, сославшись на то, что случай теперь рассматривают в суде. В Ухтинском обществе инвалидов стартовал цикл семинаров для представителей социальной сферы. Его название говорит само за себя. Задача школы доступности – обучить местных работников сферы предоставления социальных услуг работе с инвалидами. Точнее, направить их по нужному пути, чтобы и люди с проблемами здоровья могли получать услуги того же качества, что условно здоровый человек. Как может получить сегодня качественную доступную услугу человек, если он не может попасть в концертный зал? Он же не может туда попасть. Хорошо, человек попал в концертный зал, но там ничего нет для того, чтобы мог эту информацию принять и получить услугу человек с проблемами зрения, с проблемами слуха. Вот это как раз и есть то, что не дает возможности человеку получить эту услугу в полном объеме, потому что не созданы эти условия. И как отмечает Маргарита Колпащикова, которая, к слову, 20 лет возглавляла Ухтинское общество инвалидов, дело тут не только в физической возможности попасть в то или иное социальное учреждение. На ту же установку пандусов действительно нужно время и деньги. Сегодня вопрос стоит и в донесении информации до людей с инвалидностью. Человек должен быть проинформирован, как он получит услугу. И чего не хватает для того, чтобы человек получил эту качественную услугу. То есть это информация. Я захожу на сайт библиотеки и смотрю, я человек на коляске, смогу ли я попасть в библиотеку, там, ну, предположим, по улице Интернациональной, да, или не смогу. Я должна получить честную информацию. И тогда уже за мной выбор. То ли я приду туда, то ли я не приду туда. Да? Второй момент. Информацию дать это на сайте разместить дорого стоит. Есть еще и другие аспекты. Подготовка персонала к работе с инвалидами, определение отдельной зоны. К примеру, если нет доступа ко второму этажу, можно оказать услугу и на первом, выделенном для этого месте. Но и самое сложное на сегодня – организация санитарных зон. Решение этого вопроса также требует финансов и времени. Но лектор школы доступности отмечает, что об этом также нужно информировать. Это раз. И можно предложить человеку оказать услугу ускоренно. Это два. Больше всего к изменениям и развитию доступности, по мнению Маргариты Колпащиковой, готовы представители педагогического сообщества. Самым волнительным спикер считает предстоящую встречу с предпринимателями. Исходя из практики, председатель регионального общества инвалидов отмечает, что часто бизнес воспринимает требования инвалидов в штыки, так как они довольно ресурсозатратны. В Ухтинской общественной приемной главы Коми обсудили вопросы материнского и семейного капиталов. Напомним, право на выплату имеют семьи, в которых с 1 января 2020 года родился первый малыш. И семьи, где с 1 января 2007 года появился второй и последующие дети. За первенца можно получить сертификат в размере 483 639 тысяч сумма сертификата на второго и последующих детей. Но может ли получить средства мама, родившая на территории страны, но не являющаяся гражданкой России?
К сожалению, они не имеют права на материнский семейный капитал, но после того, когда приобретается гражданство у женщины, приобретается гражданство у сертифицируемого ребенка, а он также должен быть гражданином Российской Федерации, только после этого женщина вправе обратиться с заявлением о выдаче государственного сертификата. Для получения меры соцподдержки нужно написать 2 заявления на получение сертификата и о распоряжении средствами мат-капитала. То есть, если уже выбрана цель, на которую семья планирует потратить деньги. Напомним, помощь от государства можно потратить лишь на ряд целей. На образование детей, это может быть и детский сад, и можно направить на накопительную часть будущей пенсии мамы. Также можно направить на адаптацию и интеграцию детей-инвалидов. И можно направить часть средств на ежемесячную выплату и средств мат-капитала в размере 14 492 рубля. Ежемесячно. С момента рождения до 3 лет ребенку. Также стоит помнить, что не обязательно тратить все деньги на одно направление. Средства можно разделить как по целям, так и по частичным выплатам на одно и то же направление. Например, на образование ребенка. Также обращаем внимание, что мать может изменить решение о распоряжении мат-капиталом. Но сделать это надо не более чем за 10 рабочих дней, пока не принято решение. Подать заявление на получение сертификата и о распоряжении средствами можно несколькими способами. Первый способ – это обратиться в МФЦ, многофункциональный центр с документами. Также можно подать заявление через единый портал госуслуг и через сайт Пенсионного фонда. И также можно обратиться непосредственно в управление Пенсионного фонда в клиентскую службу. С января 2021 года сроки получения мат-капитала сокращены. 10 рабочих дней принимают решение о выдаче средств, еще 5 дней отведено на перечисление денег. В итоге это 15 рабочих дней или 3 недели. Также сотрудники Пенсионного фонда отмечают, что сейчас можно получить деньги и без доноса каких-либо документов. К примеру, если вопрос касается приобретения жилья или погашения жилищного кредита, достаточно правильно оформить заявление. Всю остальную информацию Пенсионный фонд уточнит самостоятельно. В России ежегодно требуется 10 тысяч трансплантаций костного мозга. Но цифры реальных операций в разы меньше, всего 1500. Чтобы создать положительную динамику, в стране есть регистр потенциальных доноров костного мозга. К сожалению, он крайне мал. Всего 150 тысяч. Для сравнения, европейский насчитывает 7 миллионов. Поэтому ухтинец Максим Бобровский решил привлечь к наполнению регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова местных жителей. Данную процедуру можно пройти в лаборатории инвитро в городе Ухта. Требования самые простые. Возраст потенциального донора от 18 до 45 лет, вес более 50 килограмм и отсутствие абсолютных противопоказаний. Список абсолютных противопоказаний имеется на сайте регистра rdkm.ru. После сдачи крови на типирование биоматериалы следуют и оповещают человека о том, что он внесен в реестр. Это не обязывает сдавшего кровь быть донором, но в какой-то момент вам могут позвонить и сказать, что именно вы можете дать шанс выжить человеку с онкозаболеванием. В стране каждые 20 минут один человек узнает о том, что болен раком крови. К акции «Сдай кровь, спаси жизнь» в минувшую субботу присоединился и молодежный совет при руководителе администрации. Мотивация у общественников одна – сделать людям добро и как-то быть в этом заинтересованным. Если спустя какое-то время Аркадию позвонят и предложат пройти процедуру, а он согласится, на выбор у молодого человека будет 2 варианта изъятия костного мозга. Путем прокалывания трубчатых костей, а также менее болезненный венозный способ, которому предшествует 4 дня принятия препаратов для активации и мобилизации костного мозга. Дальнейшая процедура будет выглядеть как забор крови из вены. К слову, анализ на типирование, то есть выяснение, подходите ли вы в качестве донора, также безболезнен и не займет много времени. Вся процедура занимает не более 5 минут. Зашли, сдали анкету, дождались очереди в процедурный кабинет, взяли кровь. Все быстро, не больно. Хочется максимально нести пользу миру, окружающим. Моя жизнь от этого никак не изменилась, но возможность дает спасти кому-то жизнь.
Пройти типирование может каждый, у кого нет противопоказаний, еженедельно в субботу с 8 утра. Перед непосредственным забором биоматериала необходимо будет заполнить анкету. Спустя пару недель вам по телефону сообщат, что вы включены в федеральный список доноров. С начала февраля реестр имени Васи Перевозчикова, мальчика, так и не дождавшегося своего близнеца по костному мозгу, вступило уже 20 ухтинцев. 21-м можете стать вы. 2 апреля в детском парке все же пройдет первый фестиваль снежных фигур. Напомним, праздник для любителей полепить из снега хотели организовать еще в середине марта, но из-за слишком низких температур его перенесли. Проект «В гостях у сказки» автора лесной сказки в детском парке Сергея Брусенского растянется на несколько дней. Начинать работы над скульптурами участники смогут уже в пятницу, а церемония подведения итогов запланирована на воскресенье 4 апреля. На мероприятие подали заявки уже 13 человек, еще 3 из отдаленных территорий муниципалитета пожелали участвовать дистанционно. Как отметил главный организатор и автор идеи, без призов не уйдет никто. Для всех уже подготовлены подарки, сертификаты в развлекательный центр, билеты в музей и конструкторы «Лего». Заявку можно подать до 31 марта в социальной сети во ВКонтакте на официальной странице события «Фестиваль снежных фигур в гостях у сказки».